Не знаю, можно ли говорить об экономике до появления человечества. Например, об экономике муравейника, там, экономике пчелиного улья, экономике какой-нибудь там волчьей или даже обезьяньей стаи. Но, по крайней мере, человечеству экономика сопутствует постоянно на всем его пути жизненном. И все структуры человеческие, там, начиная от самых первобытных каких-то общественных объединений, когда человек еще даже не знал, что это называется обществом, а то, что он создает в рамках этого общества, называется структурами, и до современных сложных государств, надгосударственных построений. Все это базируется на определенного типа экономики. То есть нельзя, например, современное государство построить в условиях общества охотников и собирателей. Даже если вас туда судьба случайно занесет, то со всеми современными там, политическими знаниями, приобщенности к великим духовным ценностям человечества, которые у них еще в будущем, даже с какими-то зачаточными знаниями практическими, вы все равно не сможете создать современное государство. То есть вам надо будет вписываться в их жизнь, а не им в вашу. Но в последние годы мы постоянно говорим, а кто не говорит, тот слышит, а кто не слышит, тот читает, что мы живем в условиях системного кризиса. Ну а кризис системы предполагает в первую очередь кризис экономики, на которой эта система базируется. Потому что если политические структуры начинают провисать, если их действия становятся хаотичными, непонятными, если человечество впадает в очередную, кстати, полосу конфликтов и кризисов совсем необязательных, нетрадиционных, когда там кто-то между собой Карабах делит, кто-нибудь еще чего-то, что продолжается столетиями. А кризисов, которых раньше не было, тут вдруг они стали возникать на пустом месте. Или кризисов, которые давно были преодолены, и вдруг о них вспомнили. Это в первую очередь означает, что перестает соответствовать политическим потребностям экономическая база, или политические структуры перестают удовлетворять потребности экономической базы. Ну, в любом порядке это можно, кстати, определять. То есть экономика больше не может работать в том режиме, в каком она работала до этого. Ну или, как говорили классики, верхи больше не могут управлять по-старому, а низы еще даже не знают, хотят они или не хотят жить по-старому. Но, во всяком случае, что-то происходит. В первую очередь, происходит с экономикой. Ну и, естественно, никто же не хочет скатываться там в длинную полосу межгосударственных, межнациональных или гражданских войн. Все хотят, в общем-то, выйти из любого кризиса с наименьшими издержками. А для того, чтобы написать план для выхода из кризиса, надо понимать, из чего он возник. Ну, не просто так, все было хорошо, утром проснулись, плохо. Ведь у нас самый простой ответ, который, кстати, я часто даю на вопрос, в чем, собственно, заключается системный кризис, мы говорим в ресурсной недостаточности. То есть системе не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать работать в том же режиме. И люди смотрят по сторонам и говорят, ну как же, там, нефти, газа, минералов, металлов добываем больше, чем раньше. Производство тоже все время растет. А как же не хватает ресурсов? Чего же ему, собаке, не хватает? Или ей, этой самой экономике, или системе. Чего ей не хватает, что она в кризис-то в системный впадает? Каких именно ресурсов? Но дело в том, что ресурсов может быть даже больше, чем было раньше. И понятно, что их, наверное, в
третьем десятилетии 21 века значительно больше, чем было там, в предпоследнем или в последнем десятилетии 20 века. Часто все время что-то создает и уничтожает медленнее создает. Люди даже друг друга убивают медленнее, чем рождаются. Численность человечества все еще хоть и медленно, но растет. Не так быстро, как она росла в 20 веке, но продолжает расти. И количество произведенных, полученных человеком ресурсов, добытых, тоже продолжает расти. Но проблема в том, что система, в которой мы живем, нацелена на опережающий рост. Мы об этом тоже с вами когда-то говорили. Для опережающего роста и надо постоянно увеличивающееся количество ресурсов. Это как в трогательной истории, что если вы положите на первую клеточку шахматной доски одно зернышко, на вторую 2 зернышка, на третью 4 зернышка, на четвертую 8 зернышек, и так постоянно будете удваивать, то к концу шахматной доски вам зерна не хватит, сколько бы у вас его не было, для того, чтобы положить на последнюю клеточку. Вот так же точно и с системой, в рамках которой мы живем. Для того, чтобы продолжать нормальное развитие, ей необходимо постоянно увеличивающееся, ну не скажу там, что в геометрической, возможно, в арифметической прогрессии, возможно, даже и меньше, но постоянно увеличивающееся количество ресурсов. А мы уже в конце 20 века столкнулись с тем, что система начала стагнировать. То есть в развитых экономиках рост там, в 3-4% почитался прекрасным, а в 1-2 вполне приемлемым. Для экономики опережающего роста это абсурд. Потому что рост в 1-2%, в общем-то, может быть приемлем для каких-то первобытных экономик, такой совсем незаметный. Но дело в том, что в системе, в которой мы живем относительно недолго. Примерно с времени Великой Французской революции, с конца 18-го, с начала 19 века. Человечество закончило переход в эту систему, а начала она его где-то в веке в 14-м. Помните, да? Ну, кто помнит, естественно. Процесс над тамплиерами, Столетняя война, там 30-летняя война чуть позже. Там в промежутке тоже куча всяких войн, беспрерывных, безостановочных. Непонятно из-за чего. То есть они уже не были династическими, но еще вроде бы не были государственными, велись постоянно. А проблема заключалась в том, что примерно с 14 и по конец 18 века длился кризис предыдущей системы. То есть предыдущий системный кризис. И создание той системы, в которой мы живем. А в предыдущей системе человечество жило практически с момента своего возникновения и вот до 18 века, когда она окончательно была разрушена. Разрушаться, с моей точки зрения, начала где-то в веке в 13 активно. И чем отличалась предыдущая система от нынешней? Значит, тем, что если нынешняя система – это система опережающего роста, то есть это экономика роста, то предыдущая система была системой стабильности. То есть там была просто экономика удовлетворения потребностей. Экономика роста не направлена обязательно на удовлетворение потребностей. В свои лучшие времена экономика роста постоянно сталкивалась с кризисами перепроизводства. Вот когда она начала только свою короткую, но насыщенную жизнь, 19 век – это кризисы перепроизводства постоянные. То есть, когда произведено больше, чем человек может потребить. Со второй половины 20 века с кризисами перепроизводства мы практически не сталкивались. Ну как, косвенно сталкивались, когда мы говорим, там, допустим, о мыльных пузырях на рынке, о
биржевых мыльных пузырях, это тоже в какой-то степени кризисы перепроизводства. Но, во-первых, они не охватывают всю экономику, охватывают только отдельную ее сферу. Вот. Во-вторых, они все-таки носят преимущественно финансовый характер. И гасятся или гасились до сих пор таким же путем. При помощи финансовых вливаний в соответствующий сектор экономики. Или списания долгов, или комплексным подходом. Но пока их удавалось гасить, они гасились именно при помощи финансовых механизмов. И носили финансовый характер. А до середины 20 века кризисы перепроизводства носили вполне конкретный материальный характер. Вот куча произведенного, вот люди, которые не могут это купить, не хотят, потому что у них все это уже есть. Но это было золотое детство системы. Так вот, предыдущая система вообще не могла себе даже представить, что такое кризис перепроизводства. То есть в ее рамках такое просто не могло случиться. Значит, предыдущая система была настроена на жесткое регулирование потребностей. И ближе к своему закату она даже вводила административные ограничения для того, чтобы не выходить за пределы жесткого удовлетворения потребностей. То есть вы помните, мы с вами тоже когда-то это упоминали, говорили об этом, о цеховой организации, да, об организации городских общин в Средневековье, когда запрещалось в городе селиться больше, чем определенному количеству мастеров. Запрещалось каждому мастеру производить больше определенного количества определенных товаров. Значит, для того, чтобы рынок постоянно был насыщен, то есть населению, которое потребляет продукцию этих мастеров, чтобы все время хватало, но чтобы не возникало перепроизводства и ненужной конкуренции. То есть конкуренция умеренная, да? Кто-то делает чуть лучше, кто-то чуть хуже, у кого-то воображение богаче, у кого-то руки золотые, у кого-то не очень золотые. Да? Но такой конкуренции, как знаем мы, не существовало в принципе. Или, вернее, пытались максимально ограничить. Для того, чтобы система не выходила за предписанные ей рамки. Ну, кем предписанные самой же системой. Рамки удовлетворения насущных потребностей. Должно быть произведено примерно столько, сколько надо для того, чтобы употребить. Ну, всегда, в принципе, производилось чуть больше, потому что что-то шло на усушку, утруску, да, что-то сгниет у производителя, что-то сгниет у перекупщика, что-то сгниет у торговца, что-то сгниет у самого человека в кладовке. Но это относительно небольшой процент, все остальное потреблялось в рамках системы. Тем более, что возможности долгосрочного хранения у товаров не было. Сложно было хранить и ткани, их моль ела, значит, и продукты, их ели крысы или они гнили. Значит, то есть практически все, что производилось, должно было потребляться тут же. Какие-то склады были, но это были временные склады, когда приплыл корабль, его разгрузили, это полежало на складе, тут же прибежали оптовые торговцы, раскупили, там, или розничные. Собственно, на корабле приплывал оптовый торговец, да, и все. Значит, и склад ждет следующую порцию товара. Какие-то долговременные хранилища, если где-то и были, то в основном там, в крупных монастырях там, или в Китайской империи, там, где целенаправленно запасались, значит, крупные запасы продовольствия. Но и то их постоянно обновляли. Поскольку их не могли хранить долго, то процесс обновления шел постоянно. И поэтому в голодные годы крупные запасы продовольствия не спасали, так как если 2-3 неурожая подряд, то то, что лежало на складах, уже потреблено, а новое положить невозможно, потому что оно не произведено. То есть фактически это была экономика, когда все потреблялось с колес. Естественно, она такой зародилась, опять-таки, в момент
возникновения человечества, когда люди были охотниками и собирателями, нашел ягодку и съел. Убил мамонта и съел. Шкуру надел. Если это нам повезло, убил несколько зверюшек подряд, ну, все племя оделось. Но больше ему не надо. То есть следующие шкуры будут уже или заменять те, которые носили, или просто выбрасываться вместе с убитым животным. Мясо, которое они съели, значит, которое пришло в негодность, тоже выбрасывается. Но обычно съедали все, потому что тогда человек был как кошачий, только кошачьи в основном ведут ночной образ жизни, а не ночные охотники, да, человек был дневным. Но что делает лев, когда он не охотится, он спит. Значит, ну, человек тоже, он или охотился, или спал в основном, то есть отдыхал. Может, не конкретно спал, но отдыхал после охоты. А потом опять шел охотиться для того, чтобы поесть. Жизнь была незамысловатая, но насыщенная разного рода опасностями. Вот тогда, собственно, возникла эта экономика, кстати, направленная на удовлетворение потребностей потребления. Эта экономика очень медленно росла или практически не росла. Она росла вместе с ростом человеческого общества. То есть родились новые люди, значит, они идут собирать грибы, ягоды для себя и убивать сусликов для себя. Нет новых людей, значит, экономика сжимается. Меньше становится людей, меньше экономика, больше, больше. Никто на это не обращает внимания. В основном. Значит, никого не интересует объемы экономики. Экономистов еще нет, труды великие не написаны. Более того, практически еще нет высокой культуры. О духовности никто даже не вспоминает. На это просто нет времени. Человек этим не занимается, так как у него нет излишков, которые позволяют провести какое-то время в праздности, не отдыхать, восстанавливать силы после утомительной охоты, а провести какое-то время в праздности и подумать о высоком. Ну, какие-то, значит, отдельные люди появляются, которые там ставят наскальные рисунки. Но этих людей очень мало, рисунков самих очень мало. При этом, скорее всего, они выполняют цель вполне утилитарную, ну или тогда выполняли вполне утилитарную цель — обеспечить успех в охоте. Вряд ли это были картинные галереи, куда водили детей, чтобы они полюбовались высоким искусством. Да и у детей времени не было ходить в картинные галереи. Как только начинали более-менее осознанно двигаться, надо было сразу же заниматься поисками пищи. Корешки хотя бы какие-то выкапывать. Вот. То есть вот эта вот система, таким образом зародившись, она существовала очень долго. Потому что очень долго человечество росло медленно, экстенсивно. Были определенные взлеты, там, в плодородной зоне создавались крупные империи. Некоторые из них даже порывались перейти к экономике роста, но у них это все равно получалось плохо. В первую очередь, опять-таки, из-за проблем с хранением и проблем со свободными рынками. Легко насытить свой рынок, даже если у вас живет там, как в поздней Римской империи или в Китайской империи, 50-70 миллионов человек. Как только вы, значит, начали производить больше, вы этот рынок моментально насытили. А самое главное, что мы же с вами говорили, что чем больше становится людей, тем пропорционально больше становится экономика. Ну да, можно производить предметы роскоши, там еще что-то, поэтому возникали там такие извращения, как паштет из соловьиных язычков, которые подавали на пирах у Лукула и у прочих богатых римлян. Птичку соловья же знаете, да, какой размер у нее. Можете представить себе, какой размер язычка. И для того, чтобы подать бадью паштета на всех гостей, которых могло быть несколько десятков, можете представить, сколько надо было отловить соловьев для того, чтобы добыть их язычки. Не знаю, какие там у паштета были вкусовые качества, но ясно дело, что он был безумно дорог. Ну вот,
сказать, подобного рода, сказать, шедеврам потребления, значит, данное общество предавалось. Но перейти в экономику роста оно было не в состоянии, потому что в первую очередь оно упиралось в две вещи: в проблему хранения долгосрочного, но это вторая уже проблема. Я думаю, что она была бы разрешена, если бы была бы решена проблема рынка. А рынки все были ограничены. Очень ограничены. Поэтому, опять-таки, производство упиралось в стену, и примерно, значит, люди знали, какое количество и чего необходимо произвести в этом году, чтобы удовлетворить потребности всей айкумены. То есть всей той части человечества, которая была им знакома, и с которой они поддерживали какие-то торговые отношения. Это продолжалось очень долго. Вот именно такое существование экономики, такое существование человечества именно в таких рамках. И только где-то в XIII веке, то есть в XIV веке, в 1300-е годы, человечество начало переходить к экономике роста активно. Может быть, и до этого оно там делало какие-то попытки, даже не зная об этом. Но здесь оно начало переходить активно. И свидетельством этого как раз является то, что все учили в школе. Начало централизации государственной, по крайней мере, в Европе. И стремление королевской власти к абсолютизации контроля над политическими процессами в своих руках. То есть не просто централизация власти, но концентрация власти дополнительно. То есть когда мы говорим о постепенном, но быстром движении к абсолютной монархии. Потому что все-таки надо различать, скажем, монархию Людовика XI, да, там, или Франциска I, или Генриха VIII в Великобритании, там, или даже его дочери Елизаветы, и монархию Людовика XIV, там, или Карла I или Карла II в Великобритании, Людовика XIV во Франции. Итак, вернемся в наш прекрасный XIII век. Это, собственно, процессы, которые тогда начались для человечества, были не новые. Уже до этого маленькие итальянские городки пытались активно торговать и жить с торговлей. Там прошли интересные процессы. Там городское население раскулачило земельную аристократию, выселило ее из городов, запретило даже участвовать в политике. Родила новую аристократию, всяких Медичи, да, помните, там, которые были аптекарями. Ну, кто-то был аптекарем, стал банкиром, кто-то был банкиром, стал аптекарем. Но, во всяком случае, городские ремесленники стали новой аристократией, стали управлять своими городами. Все это выросло на базе внешней торговли. Конкретно левантийской торговли. И, кстати, эти города, то есть Италия долго оставалась раздробленной именно потому, что приобретенные этой торговлей богатства позволяли небольшим городам, городским коммунам с небольшой округой эффективно оказывать сопротивление крупным территориальным державам. То есть банально они на заработанные деньги могли нанять армию не меньшую, чем какой-нибудь очередной король мог призвать под свои знамена. Поэтому воевать с ними было очень тяжело, завоевывать их еще тяжелее. И поэтому долгое время они так и существовали. Им не надо было становиться крупнее, они еще и между собой воевали периодически. Такие за рынки сбыта. Или, вернее, за клиентуру. Но, опять-таки, проблема упиралась то есть возможность развития упиралась в одну проблему. Они все равно существовали в предыдущей экономике, да, значит, все лишнее
значит, уходило либо на междоусобные войны, либо, опять-таки, на роскошь, на предметы статусного потребления. Потому что не было возможности работать с расширяющимися рынками. Да, у них покупали, у них брали взаймы там, и так далее, но приобрести, значит, европейская аристократия, которая обладала примерно стабильными доходами, значит, на протяжении стабильного времени, которая численно практически не росла, лишних убивали, ну или отправляли освобождать гроб Господень в Палестину, где, собственно, тоже убивали. Она опять-таки концентрировалась на приобретении предметов роскоши, предметов статусного потребления. И главное, что она не могла их приобрести намного больше, там, год от года. То есть приобретала примерно одинаковое количество. Соответственно, и привозить их надо было примерно одинаковое количество. Тех же пряностей, которые тоже тогда везли в основном через Левант, надо было доставить примерно одинаковое количество. Потому что использовались они в основном как частично консерванты, значит, частично для, опять-таки, для употребления в пищу прямо, значит, немедленно. То есть от года к году Европа съедала примерно одинаковое количество. И необходимо было их, кстати, возобновить. Вот, поэтому торговля шла, да, но торговало ограниченное количество купцов, представлявших ограниченное количество государств. И поэтому, допустим, Флоренция постоянно воевала с Пизой за свои рынки сбыта, так как там у них, не помню, у них там ткачи или, в общем, значит, какие-то производители материи, короче говоря, у них конкурировали между собой. Великобритания поэтому конфликтовала с Голландией, потому что и там тоже, значит, выпускали шерстяные ткани. Вначале голландцы, потому что они начали конкурировать англичане. Генуя воевала с Венецией, потому что и те работали как банкиры, значит, и плюс контролировали в основном морскую торговлю с Левантом, то есть их корабли туда плавали, их флоты это обеспечивали. То есть конфликты и кризисы были стабильны территориально, так как одни и те же государства или одни и те же города-государства конкурировали за одни и те же, за доминирование в одних и тех же экономических процессах. А решить конфликт взаимному удовлетворению, просто расширив рынки, возможности не было. Физической возможности не было. Поэтому то, что периодически там пытаются называть итальянским капитализмом, потом говорят, что эти отношения там переместились в Германию, в Рейнскую зону и так далее, перемещались в основном банкиры, банкирские дома. А работали они все равно в прежней экономике, в экономике, можно сказать, феодализма, да? Хотя, с моей точки зрения, правильнее просто называть, кстати, экономикой обеспечения потребностей насущных, потому что она была до феодализма и после феодализма тоже остается. Возможно, что сейчас мы к ней вернемся в каком-то виде, а может быть и нет, потому что неизвестно, какая у нас будет экономика после того, как мы переживем текущий системный кризис. Так вот, все начало меняться в XIV веке, когда возникла острая конкуренция уже между крупными государствами, не между маленькими итальянскими республиками, между крупными территориальными европейскими державами. Возникла острая конкуренция, в том числе и опять-таки за контроль над возникшими тогда, собственно, уже не возник к тому времени уже даже практически потерянными, да, ближневосточными государствами крестоносцев, но за
контроль, во-первых, над хотя бы там эфемерными, но этими самыми коронами, поэтому, под которые давали потенциально возможность вернуться к контролю над Левантом, над Левантийским побережьем. И что самое главное, это попытка контролировать экономические процессы. То есть попытка взять их под контроль и получать прибыль единолично. Потому что, опять-таки, это рождалось из предыдущей экономики. Вы не могли просто взять и нарастить собственное производство, чего бы то ни было. Для того, чтобы получить больше прибыли, вам надо было расшириться. Соответственно, королевская власть внутри страны начинала расширяться за счет подавления вольностей крупных феодалов. То есть королевская власть, по сути дела, сама разрушала феодализм. Это был длительный процесс. Но для того, чтобы все это, кстати, подавлять, все эти проблемы решать, да еще и при этом расширяться зачастую за пределы национальной территории или бывшей национальной территории, увеличивать национальную территорию своего государства, необходимы были более крупные вооруженные силы. Для содержания этих более крупных вооруженных сил плюс приобретение, опять-таки, тех же самых предметов статусного потребления. Но в первую очередь для содержания вооруженных сил это обходилось дороже всего. Это в определенные периоды съедало там, от половины и больше государственного бюджета европейских стран. Значит, для содержания вооруженных сил необходимы были деньги в звонкой монете. Королевский двор не мог себе позволить, как раньше, просто ездить по замкам и съели все запасы в одном, и пока его, значит, очищают от посещения королевского двора, переехали в другой. И съедают запасы, накопленные там. И так двор путешествует. Такой образ жизни уже, кстати, не подходил. Необходима была звонкая монета, нельзя было просто натурой получать. Это даже налогами нельзя сказать, потому что это не были налоги. Это был доход, тот же самый доход с феодальных поместий, но принадлежавших королю, то есть принадлежавших короне. Вот, не только королевская власть, но и крупные феодалы начинали переводить повинности в звонкую монету, то есть переходить там, от барщинных форм к оброку, и оброк переводить опять-таки в финансовую форму. Это очень быстро приводило к необходимости концентрации власти. Очень быстро, потому что необходимость в крупных деньгах, да, то есть необходимость в получении финансовых платежей приводила к необходимости создания налоговой системы. Налоговая система, это, во-первых, бюрократия, а во-вторых, контроль. Силовой контроль над получением этих налогов. Это, в свою очередь, тоже очень затратное мероприятие. И это затратное мероприятие могла себе позволить только централизованная система. Значит, поэтому собственная фискальная система работала в централизованных государствах античного мира. Она сохранялась долгое время в Византии, и она возродилась, начала возрождаться в Европе где-то вот в XIV веке, значит, когда возникла необходимость в получении повинности, да, в финансовой форме. Возникла необходимость в том самом государственной бюрократии, значит, это дополнительные расходы, и это необходимость дополнительной концентрации власти. Потому что бюрократия – это жесткая вертикальная система. Феодальная система, она, несмотря на то, что там говорили о феодальной лестнице, да, она не является системой жесткой вертикали. На каждом ее этаже есть, кстати, свои вольности и свои права. Значит, и между этажами, да, между ступенями феодальной лестницы отношения договорные. То есть обязанности есть не только у низших, но и у высших, они обязаны их выполнять. Иначе вся система рассыпается. А классическая государственная бюрократия нового типа – это
система подчинения государственной вертикали. То есть права есть только у тех, кто вверху. У чиновников, которые находятся на низших ступенях лестницы, прав все меньше и меньше и меньше. И поэтому, если вы помните, в романе «Щит и меч», по которому фильм поставлен прекрасный, в котором звучала впервые песня «С чего начинается Родина», Иоганн Вайс, да, советский разведчик, на вопрос своего начальника ВСД, а чего бы вы хотели, говорит: я хочу иметь возможность приказывать как можно большему количеству людей, и чтобы мне приказывало как можно меньшее количество людей. Это фактически очень краткая и емкая характеристика бюрократической системы. Этим она отличается, собственно, от феодальной. Так вот, вот это вот изменение системы, да, необходимость получения звонкой монеты привело к необходимости изменения всей экономической системы. Потому что большее количество звонкой монеты давало экономика роста. А даже для того, чтобы... То есть первоначальная идея: я просто завоюю соседнюю страну, у меня будет больше подданных, они мне будут платить больше налогов. Но для того, чтобы завоевать соседнюю страну, надо иметь армию больше, качественно больше или лучше, чем у своего соперника. Они же все примерно одинаковые. Для того, чтобы снарядить больше и лучше вооруженную армию или нанять огромное количество наемников, надо большее количество денег уже сейчас, а не когда вы завоюете следующую страну. Можно занять у каких-то там банкиров, но и ваш оппонент может занять у каких-то там банкиров. Следовательно, надо создать систему, которая будет постоянно кормить вашу войну. Потому что иначе на определенном этапе, в самый неподходящий для вас момент, банкиры скажут: вы и так слишком много задолжали. А победите вы или нет, вилами по воде писано. Поэтому больше для вас денег нет. И для этого надо иметь собственную экономику, которая будет эту войну кормить. А следовательно, надо получить все время расширяющуюся экономику, которая дает вам все больше и больше и больше денег, и вы можете нанимать новые отряды, формировать собственную армию, вооружать ее, создавать производство, государственное производство даже можете создавать. Ведь заметьте, феодальная армия – это армия, которая является на поле боя со своим собственным вооружением. А вот, допустим, армия античного Рима получала вооружение из государственных мастерских до тех пор, пока система не начала разваливаться. И получала она именно в тот момент, или в тот период, когда в Риме работала жесткая бюрократическая система, обеспечивавшая работу системы фискальной, обеспечивающей поступление налогов в звонкой монете. И европейские армии переходят на государственное обеспечение. Примерно тогда же, где-то века с 16-го, они начинают переходить постепенно на государственное обеспечение стандартизированным вооружением и формой. То есть, когда достаточное развитие получает уже экономика, ориентированная на расширение постоянно, да, экономика роста, накапливаются у государств, на тот момент у государей, достаточные фонды для того, чтобы содержать постоянную армию, для того, чтобы ее вооружать и одевать стандартную форму, вооружать стандартным вооружением. То есть вот от античного Рима и до примерно XVI века промежуток, в течение которого существовала совершенно другая экономика. Но, повторяюсь, с века с XIV она начала уже меняться. То есть очень медленно, очень постепенно. Этого никто не замечал в той экономике. Никто не говорил: знаете, давайте построим капитализм. Нет. Жили как жили, только появилась необходимость извлекать больше прибыли из звонкой монеты. И под это начали менять государственные структуры. Но под эти государственные структуры необходима была новая экономика. Эта новая экономика начала появляться, стали поддерживать те тенденции, которые давали больше денег. И в один прекрасный момент выяснилось, что в стране уже абсолютизм, то есть государство – это я. Государство сконцентрировано в особе монарха.
он является единственной законодательной, единственной исполнительной, единственной судебной властью. И свои полномочия он просто делегирует каким-то чиновникам. Больше, кроме него, власти ни у кого реально нет. Власть концентрирована в особе монарха. И в государстве уже, по сути дела, построено, создано экономика, ориентированная на расширение. На постоянное расширение, на постоянный поиск новых рынков. И государство, вот в этот момент, собственно, начинается активная колониальная экспансия, 16-17 века, начинается активная колониальная экспансия европейских государств. Потому что государству нужны новые рынки. Более того, значит, что такое колония? Это монопольный рынок. То есть это рынок, на котором я могу монопольно сбывать свои товары, всем остальным запрещено это делать. Только с моего разрешения кто-то может торговать в моей колонии. Это же главный принцип. Не территория, которую вы контролируете, которую можно на карте закрасить в свой цвет. Не население, даже не какие-то полезные ископаемые, которые там могут быть или не быть. Колонии возникали по двум причинам. Первое – это фактории на пути торговом, допустим, там в Индию, значит, поскольку кораблям надо было где-то пополнять запасы, ремонтироваться там и так далее. То есть они обслуживали, соответственно, морские пути. И второе – это рынки сбыта. То есть там, куда отправлялись европейские товары. И для того, чтобы такие же европейские страны с вами не конкурировали, вы для них закрывали входы, говорили, все, это мое. Это мой рынок, здесь торгуют только я. И они точно так же закрывали свои новые, вновь обретенные ими рынки где-то там, за пределами, в заморских землях. На этом изначально базировалась колониальная экспансия. Она такой оставалась до начала 20 века. Это уже потом неоколониализм, собственно, поздний колониализм, он потому потом и преобразовался в неоколониализм, что изменились условия колониальной экспансии. То есть колонии стали выгодны в первую очередь не как рынки сбыта, потому что основными рынками сбыта стали бывшие метрополии. Они стали наиболее платежеспособными рынками, туда переориентировался весь поток товаров. А колонии стали использовать как ресурсную базу, как базу дешевых ресурсов. И для этого не было необходимости их контролировать уже физически. Потому что когда это мой рынок, я физически его контролирую, чтобы туда не приплывали всякие контрабандисты, не торговали чем попало. А так их уже можно было контролировать просто экономически. Потому что достаточно иметь компанию или долю в компании, которая контролирует эту шахту, там, или это предприятие, этот завод, там, или не знаю, там, эти плантации бананов, для того, чтобы руководить ее экономической политикой и отправлять ее продукцию на те рынки и по тем ценам, по которым вам необходимо. Ну и опять-таки межгосударственные договоры в этом деле тоже играли существенную роль. Вот. Но, повторяю, вот как раз эта экономика капитализма была построена полностью в условиях абсолютной монархии. То есть, если вы видите где-то абсолютную монархию, то это значит, там построена экономика капитализма, экономика, ориентированная на расширение. И это значит, что в скором времени там либо абсолютная монархия подвинется, станет конституционной, и к реальной власти будут допущены капитаны бизнеса, которые могут ее, как в свое время в Великобритании, поделиться старой аристократией, а могут отобрать у старой аристократии полностью, когда происходило, допустим, там, в Голландии. Может быть, смешанный тип, как во Франции, где вначале все отобрали, а потом все-таки поделили. Там. Но так или иначе они придут во власть, потому что они контролируют уже экономику. А экономике нужна своя политическая надстройка, и, соответственно, тем, кто руководит экономикой, необходимо присутствие во власти для того, чтобы отстаивать интересы этой уже новой экономики. Вот таким вот образом из политических потребностей, из новых политических, вернее как, возникли экономические потребности, расширение в рамках своих территорий стало невозможно, надо было расширяться дальше. Они продиктовали политические потребности, изменения в политике, значит,
которые, в свою очередь, продиктовали финансово-экономические изменения. А те уже, опять-таки, продиктовали потребность создания новой экономики и на ее базе новой политической настройки. И вот в этих условиях мы живем до сих пор. Была одна попытка скрестить ужас с ежом. Значит, экономика удовлетворения потребностей с экономикой роста. Она была произведена в рамках социалистического эксперимента. Попытка оказалась неудачной, потому что, в принципе, сам по себе социалистический эксперимент ориентирован на воссоздание экономики удовлетворения потребностей. Ну, то есть не надо производить больше ботинок, чем надо конкретному населению, потому что это лишний перерасход ресурсов. Лишнее все равно придется выбросить. Не надо производить ботинки красные, зеленые, синие, фиолетовые, достаточно всем черные. Потому что, ну, хватит. Вот. Вы же не будете носить сразу 8 пар, вам-то незачем. Вернее, вы-то, может быть, и будете, но кто же вам даст? То есть это с одной стороны. Но с другой стороны, эта же экономика провозгласила себя более успешной в концентрации производительных сил. И, соответственно, ей в этом самом в рамках соревнования надо было расти опережающими темпами по сравнению с капиталистической. Значит, вот здесь вот у нее возникли проблемы, которые, кстати, она решить не сумела. Но об этих проблемах когда-то говорили, может быть, поговорим еще когда-то.